С Новым годом, телезрители! Вот мы и очутились в 2024 году. Пусть все у нас будет волшебно и сказочно. В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Сквозь январскую стужу, сугробы из мандаринов и ворох оберточной бумаги спешим к вам. Мы, Ульяна Элистанова и мой соведущий Реваль Сулейманов. А вот что подготовили для вас в качестве подарка наши корреспонденты. Эти каникулы будут самыми снежными вместе с горой новостей. Закидаем вас не снежками, а новостями. Обрушим на вас циклон не из снежинок, а из самых волшебных сюжетов. Вспомним, чем удивил и порадовал нас год минувший, и выясним, что заготовил нам год наступивший. Будем зажигать, причем не только гирлянды на елке. Специально для горы новостей. Да вот это теперь точно гора новостей. На календаре 5 января. Уже ровно 5 дней, как мы живем под крылом дракона. Дух праздника повсюду. Нужно как следует насладиться этим временем, а то оглянуться не успеем, как снова в школу. Это точно. Сегодня не хочется грузить вас серьезной информацией. Давайте поговорим про историю и традиции одного из главных праздников страны – про Новый год. Да, для большинства россиян Новый год – это самый важный день в году. Важнее даже, чем день рождения. Об этом говорят данные социологических опросов. Чудесная традиция наряжать елку всей семьей появилась относительно недавно. Первые рождественские елочки в России продавались уже наряженными фонариками, гирляндами, венками, яблоками и конфетами. Мне кажется, сейчас бы эта опция была кстати, с учетом всеобщей занятости. Первыми класть подарки под елку на Рождество стали немцы, а в России этот обычай появился во второй половине 19 века. Лучше поздно, чем никогда. Стихотворение «В лесу родилась елочка» сочинила поэтесса Раиса Кудашева. Она долгое время не подозревала, что ее стихотворение стало популярной песенкой, пока случайно не услышала ее от какой-то девочки в поезде. Вот что значит отсутствие соцсетей. Да, порой они спасают от невежества, а вот кто и как спасает от глупости или случайности, увидим из моего сюжета. Бывает, что в жизни человека случается такое, с чем нельзя справиться без поисково-спасательного отряда Уфы. Они покажут и расскажут, как нужно себя вести в чрезвычайных ситуациях. Не знаю, как у вас, но у меня целая коллекция разных украшений под определенный лук, свое кольцо. Конечно, чтобы определиться с выбором, нужно все померить. Но вот беда. Видимо, я так долго не носила это украшение и теперь не могу его снять. Что же делать? Сначала попробуем классический способ с мылом. Не помогает. Нужно скорее звонить в спасательно-поисковый отряд, пока не поздно. Чтобы снять кольцо, есть два варианта. Нитью, тогда оно будет цело, или же разрезанием, но это уже в крайних случаях. У моей подружки день рождения, и я решила сделать ей конфетти. Но вот так незадача, такой прием может быть опасен, мне нужна помощь! В таком случае спасатели перекусят ножницы, и ваши пальчики будут в целости и сохранности. Отряд осуществляет круглосуточное дежурство. В таких мелких, бытовых, но очень опасных ситуациях приезжают именно они. Каждый из нас может попасть в ситуацию, когда его жизни будет грозить опасность, а иногда настолько серьезная, что могут пострадать тысячи. Но спасатели всегда придут на помощь. Они настоящие герои, на которых можно равняться. Ульяна Элистанова, Наиль Гальнулин, специально для Горы новостей. Ульяна, спасибо. Так что прежде чем резать 100-500 снежинок, подумайте. Теперь лучше понимаю поговорку 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Возвращаемся к легендам Нового года. Весь выпуск посвящен им. Первые стеклянные елочные шары появились в 1848 году в Германии. У нас тоже все игрушки стеклянные. Мама не признает пластиковые. Совсем давно елки украшали настоящими яблоками, но в каком-то там году случился неурожай. И тогда стеклодувы решили заменить фрукты стеклянными, чтобы было что вешать на елку. Выход есть всегда, даже если за тобой гонятся зомби. Мы сейчас играем в игру «Зомби в доме». Там правило нужно
найти ключи и канистру с бензином и выбраться из дома. Но на твоем пути встречаются разные зомби, собаки, пауки, и ты не знаешь, где они расположены, и это вот самый главный минус. Правила игры таковы, что там нужно найти канистру и с бензином и ключи от машины. По легенде, на машине, которой вы приехали, она сломалась. И в конце дома на противоположной стороне есть машина, но к ней нужен бензин и ключи от машины. Чтобы их найти, нужно заходить в дом, обыскать всю территорию самого дома, чтобы... Моя сестра, она была очень далеко, то есть от машины, и она попалась к главному зомбаку, боссу, то есть, и стала зомбаком. Я играла в игру «Зомби в доме», и я все время была последней. Меня это раздражало, но потом я поняла, что я могу быть зомби. Потом я открыла одну карточку, и там появился мега-зомби. Я там всех почти слопала. Вот. Прикольная игра, надо будет тоже сыграть. Тем более, что свободного времени просто гора, а вот эфирного нет. Поэтому продолжим знакомить с традициями Нового года в разных странах. В Китае Новый год встречают дважды. Получается, подарков в 2 раза больше? Сначала в ночь с 31 декабря на 1 января празднуют Юань-день, а затем традиционный китайский Новый год или праздник весны Чуньцзе. У него нет постоянной даты, потому что китайский календарь лунный. Раньше Новый год в России праздновали 1 сентября. Это я хорошо знаю. Это Петр I решил перенести Новый год на зиму. И, как мне кажется, он сделал все правильно. А еще считается, что именно Петр I придумал прикручивать лезвие коньков к подошвам сапог, вместо того, чтобы прикреплять их ремешками. Тоже, наверное, указ подписал. Интересно, а чтобы ходить по музеям во время каникул, тоже указ нужен? В музей тебя пустят по пушкинской карте. Дом-музей Шагита Худайбердина сильно преобразился. Вот так он выглядел до реставрации и как выглядит сейчас. Давайте пройдем дальше и узнаем, что же изменилось внутри. Я в таком музее впервые, а ведь сначала этот дом был построен для генерала Капитона Слотова в середине 19 века. Позже правительство Башкирской АССР передало особняк народному комиссару внутренних дел Шагиду Ахметовичу Худайбердину. В зале можно увидеть вещи 100-летней давности, набор посуды, мебель, газеты, документы, телефон и даже целый рабочий стол. В этом доме проживало много семей, а семья Худайбердиных проживала лишь в этой небольшой комнатке. На фотографиях можно рассмотреть различные важные мероприятия и съезды, в которых участвовал Худайбердин. А что касается личной жизни Шагита Ахметовича, у него была жена Магруй Шариповна и дочь Тамара. Она очень красиво танцевала в балете. Шагит Худайбердин – великий башкирский революционер, писатель, журналист и государственный деятель. А хотели бы вы побывать в его доме? Вероника Сайгина, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей. Коллеги, большое спасибо. В музеях меня всегда привлекают костюмы, наряды. Удивительно, как меняется вкус человечества на одежду. Да, было бы прикольно попробовать проходить весь день в балетной пачке или гусарском камзоле. Для этого придумали карнавал. Кстати, все ли помнят про традицию карнавальных костюмов на Новый год? Самый популярный в мире мужской карнавальный костюм – белая двойка со стразами, вышивкой и ремнем. Костюм певца Элвиса Пресли. Вот бы никогда не подумала, даже бы не вспомнила о таком образе. Далее за лидерство борются костюмы персонажей трех мушкетеров и Звездных войн. Немного отстает Робин Гуд, Супермен и Бэтмен. Однако в России популярнее костюмов Деда Мороза и Снегурочки под Новый год просто быть не может. Конечно, и раз уж мы заговорили о самом главном празднике года, то предлагаю посмотреть сюжет с новогодним вайбом. С Новым годом, ребята!
2024 год – это год зеленого деревянного дракона. Сейчас мы попробуем сделать зеленого дракончика, но не из дерева, а из бумаги. Берем лист бумаги А4, складываем его пополам. А зачем его так сгибать, Марта? Чтобы потом ровно разрезать. Понятно. Разгибаем и складываем одну сторону еще раз пополам. А можно посмотреть уже готового дракончика поближе? Да, вот он умеет открывать пасть с помощью руки. Он очень классный. У нас получилась вот такая часть. Теперь по вот этим двум линиям разрезаем. Марта, я тоже хочу научиться делать этого дракона. Отрезаем вторую часть. У нас получилось 3 части. 2 маленькие и 1 большая. А вы знали, что годы в китайском календаре названы в честь 12 животных? Работаем мы с большой частью. Складываем ее пополам. Отгибаем крылья. У нас получается вот так. Вот такая гармошка. Складываем ее пополам. Теперь берем один маленький листочек и проделаем с ним те же самые движения. Итак, а мы берем второй лист бумаги. Опять складываем его пополам. А какую мы сейчас часть дракона делаем? Мы одновременно делаем 3 части. Верхнюю, нижнюю и двойную. Вот такие 2 детали у нас получились. И 2 вот таких. Теперь на вот этих 2 частях, которые мы делали в самом начале, рисуем лицо дракона. У нас с Данилом получилось вот так. Теперь склеим все части. Марта, у тебя очень красивый дракон. Можешь посмотреть его поближе. А сколько ты их сделала? 2. Получается, верхняя часть дракона готова. Теперь осталось сделать нижнюю. Ну что, подружка, я пришла. Чем я тебе могу помочь? Держи каркас, а я буду на него клеить. В этом году будет зеленый цвет в моде, так что, девчонки, берите на заметку. А тем временем мы склеиваем 2 части. Получается вот так. Теперь то же самое делаем со второй частью. Если собраться с друзьями, можно сделать вот такие дракончики. Очень смешные. С Новым годом! С Новым годом! До новых встреч! Давай. Ну, вот и все. Заряженные, вдохновленные, возвращаемся дальше к своим праздничным делам. С новостями и событиями дня тебя знакомили Ульяна Листанова И Реваль Сулейманов. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока.